Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: если вы, о мои сподвижники, думали бы только лишь об Аллахе, только лишь об ахирате, не думая о семье, о дунья, вы видели бы, говорит, воочию ангелов. Аллаху, 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 Аллах. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммадин ва саллим. Ва ба'ду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, то, что мы сегодня здесь собрались. Все мы в курсе, все мы знаем, что маджлисы, такие маджлисы, это те места, куда не спасывается рахмат Аллаха, куда спускаются ангелы, и мы выходим из этого маджлиса прощенными грехами. Дай Аллах, чтобы этот маджлис именно таким и стал. Дорогие братья, сегодня, иншаллах, немного расскажу про ценность нашего времени, то, что мы сегодня имеем вот это ценное время, и на самом деле мы тратим это время в правильную сторону. Всевышний Аллах в Коране клянется многими вещами, и в том числе временем. А все мы знаем, что клятва Аллаха, где Аллах клянется, это очень важная вещь. Аллах в Коране говорит: Бисмиллахи рахманир рахим, валь фаджри, клянусь временем, утренним временем. То есть это утренний намаз время. Аллах клянется временем фаджра. В другом аяте Аллах говорит: валь асри. Многие слышали, наверное, суру валь аср. Вот Аллах клянется аср временем. Это третий по числу намаз, после обеденный намаз. Вот Аллах клянется этими временами. Что же такого ценного в этих временах? Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, что утреннее время и аср время — это такое время, когда ангелы спускаются, то есть одна группа ангелов спускается, а другая поднимается давать отчет Всевышнему Аллаху. То есть это время встречи двух групп ангелов. Одни из них, когда спускаются, видят, что мы вот так сидим на утреннем намазе или же на аср намазе, видят они то, что мы совершаем молитву, читаем азкары, вирды, читаем Коран. Эти ангелы спускаются, и завтра они идут давать отчет Всевышнему Аллаху. Они говорят: о Аллах, мы застали их, видели их, будучи поклоняющимся Тебе. И те ангелы, которые сегодня уходят, они тоже говорят: о Аллах, мы, уходя, видели, что они поклонялись Тебе, о Аллах. То есть, посмотрите, это ценное время, когда одни ангелы спускаются, говорят, что мы увидели этих рабов в начале же своей смены, увидели их поклоняющимся Аллаху, а другие поднимаются и говорят: о Аллах, мы видели их, когда мы уходили от смены, видели их поклоняющимся Всевышнему Аллаху, то есть Тебе. Поэтому эти времена являются ценными и для вирдов, и для аскаров, и для чтения Корана, любому виду поклонения. Это время, начиная с утреннего времени до восхода солнца, и аср время до захода солнца. Вот эти времена мы должны ценить, соблюдать в это время и делать побольше в это время ибадат. Аллах в Коране в другом месте говорит: Бисмиллахи рахманир рахим, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Всевышний Аллах говорит, что сделал ночь и день, это хильфатан. Ученые ислама говорят, хильфатан — это когда замена бывает. То есть, если ты не успел днем, совершай айбадат ночью. Если не успел ночью, совершай айбадат днем. Вот поэтому у нас нету никакого оправдания. Аллах сам тоже в Коране говорит: сделал ночь и день хильфатан, заменяющие друг друга, восполняющие друг друга. Если мы не успели сделать свои аскары, свои чтения Корана ночью, проснувшись на тахаджуд, на утренний намаз, мы должны постараться возвысить эти аскары, эти чтения, которые мы постоянствуем каждый день. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в хадисе говорит: «Ни'матани мағбунун фихима кафиру минан наси». Два ни'мата, которые Аллах нам два ни'мата дал, вот многие люди обмануты, говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Какие же эти два ни'мата?
Эти два ниамата, один из них ас-сихат, это здоровье, и второе это валь-фарагу, наше свободное время. На самом деле человек, когда здоровый, когда у него есть здоровье, полноценное здоровье, человек не ценит это здоровье. Каждый из нас, когда мы болеем, тогда осознаем: о, если бы я не болел, я ходил бы на джамаат, о, если бы я не болел, делал бы намаз стоя, о, если бы я не болел, я делал бы столько благих деяний и так далее, и так далее. Человек осознает свою вину, когда болеет. Был один человек, мумин, рахимахуллах, пусть Аллах смилуется над ним. Этот человек, получив инсульт, не смог уже больше стоя делать намаз. Как мы обычно совершаем полноценно этот намаз стоя, он не мог совершать. Но наша религия не обязывает его стоя делать, если он не может. Он сидя делал намаз, но все равно он хотел делать стоя намаз. Он голосовые отправлял, пока не ушел из этой жизни, он говорил: братья мои, цените, говорит, это здоровье. Клянусь Аллахом, говорит, я вижу, как мои братья рядом стоят в мечети, они идут на сужда, я даже на сужда не могу пойти, говорит. Хотя Аллах не обязал им это сужда, он уже болеет, но все-таки он уже скучает по этим временам, когда у него было это здоровье. Дай Аллах каждому из нас здоровье, крепкий иман, чтобы вот так ценили это здоровье и поклонялись достойным образом. И, конечно, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал про свободное время тоже. Вот наше время, свободное время, вот, допустим, многие, которые работают на госработах, сейчас в данное время январские выходные, да, январский отдых у нас идет. Вот пока есть этот отдых, это свободное время, мы должны отдыхать каким образом? Отдыхать, поклоняясь Всевышнему Аллаху. Если кто-то спросит, а разве ибадат не утомляет человека? Да, в какой-то мере утомляет человека, но если делать умеренно, как бы поставив график для этого ибадата, человек не устает. Аллах в Коране сам же говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, аля бидикриллахи татмаиннул кулуб. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Поминание Аллаха утешает наши сердца. Поэтому свободное время пока есть, мы должны утешать свои сердца этим поклонением, этим азгарами, зикрами и получать отдых. Вот это есть настоящий отдых для нас. На работе мы не успеваем. Если даже человек возьмет четки в руки, начнет говорить ля иляха илlallah, какая-то работа выходит, он отвлекается, ставит карман и все. Он в ближайший час-полчаса уже не может читать эти азгары. Потом обратно вспоминает, обратно вытаскивает, обратно начинает читать, обратно какая-то работа, и вот так у него проходит целый день на работе, в основном, да. А когда у нас выходные дни, когда у нас отдых, у нас есть возможность. Даже если мы дома, возле семьи, даже если мы в мечети, даже если мы где-то по дороге, мы можем поминать Всевышнего Аллаха. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе говорит: «Ихтаним хамсан кабля хамсин». Возьмите как трофей, возьмите, воспользуйтесь 5 вещами, пока вас не постигнут 5 других вещей. Первое – это хаятака кабля маутика. Воспользуйся жизнью, пока ты не умер. Пока ты живой, пока ты можешь ногами двигаться, идти в мечеть, ходи в мечеть. Потому что человек, который в могиле, он уже не может ходить. У него уже органы не работают. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: пока ты жив, воспользуйся, пока не постигнет тебя смерть. Воспользуйся здоровьем, пока ты не заболеешь, сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Воспользуйся свободным временем, пока ты будешь занятым. Вот скоро у вас уже выходные заканчиваются, у многих, кто на госработах работает. Вот пока есть свободное время, воспользуйтесь, пока эта работа не придет к вам. И воспользуйтесь молодостью, пока не придет старость, когда человек станет пожилым, и воспользуйтесь богатством, пока не станешь бедным, говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. На самом деле, когда человек бедный становится, какие-то бала, ему приходят какие-то там последствия бывают, хоть он даже был богатым в прошлом, он говорит: о, если бы я был богатым, я делал бы садака, я делал бы то, я делал бы все. Но где ты был, когда был богатым? Поэтому, если кто-то есть из богатых людей, воспользуйтесь этим богатством, пока не станете бедными. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям,
говорит: «Ла ятияна аля наси заману, ятуфу раджулю фихи бис садака мина захаби, thumма ла яджиду ахадан яхудуха минху». Для людей придут, говорит, такие времена, что некий мужчина будет искать, кому же дать садака. Вот наступит, говорит, такие времена, что человек будет искать, кому же садака отдать. Но никого не найдет, кто бы взял этот садака. То есть до такой степени будет богатство, до такой степени люди будут самостоятельные, не будут ни в ком не нуждаться, они не смогут найти того, кто бы взял этот садака. Пророк, алейхиссалату вассалям, почему этот хадис сказал нам, почему он указал? Он указал нам, что пока есть время, пока есть вот это ценное время, пока есть сироты, бедные люди, кому помощь нужна, помогайте ей. Пока есть мадраса, пока есть мечети, помогайте ей. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Вот пока есть эта возможность, давайте воспользуемся этим временем. Для всего Аллах установил свое время. Как я сказал насчет утреннего времени, для вирдов, для чтения Кур'ана, для других поклонений, вот также аср время. Также у нас есть раз в году Лайлятуль Кадр. Каждый день же у нас не бывает Лайлятуль Кадр. Только Рамадан месяц один раз, и то мы не знаем, когда попадется. Аллах для нас эти времена поставил для того, чтобы для нас это была какая-то мотивация, чтобы мы еще сильно поклонялись в этот день. Посмотрите, вот 2-3 дня уже джума день прошел. Наступит ли для нас следующий джума, мы не знаем. А джума день есть свои особенности. Читать много салават, читать суру Аль-Каф, пещера. Также делать дуа. В пятницу есть такой час, это промежуток времени, не именно 60 минут. Какой-то промежуток времени, если раб просит Аллаха, Аллах непременно отвечает. 100% джаваб бывает. Вот это время не каждый день же бывает для нас. Именно Аллах пятницу поставил. Также Арафа день. Кто хадж ездил, дай Аллах каждому побыть в этих местах. И Аллах, Арафа день, как бывает? Аллах прощает многих рабов от адского огня. Аллах прощает наши грехи и прошлые, и будущие. Этот день не каждый же день Аллах нам дает Арафа. Только раз в году. Вот так есть для нас ценные времена. Мы должны ценить это время и воспользоваться как трофей, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Праведные предшественники, они очень ценили время. Не как мы посидеть где-то, поболтать часами, семечки грызть и так далее, они так не проводили свое время. Один из них, Дауд ат-Та'i, рахимахуллах, он был великим суфием, жил во время таби'инов, то есть был из числа саляфов. Дауд ат-Та'i, он говорит: я, когда кушаю, сразу проглатываю эту еду. То есть у него не было времени прожевывать эту еду. Когда у него спросили, почему ты сразу проглатываешь еду, спокойно покушать, воду попить, нельзя что ли? Спрашивает его, он говорит: нет, потому что между моим питьем, вот этим кушанием, есть, говорит, размер 50 аятов из Корана, чтобы я прочитал. Посмотрите, сидеть 20-30 минут, Аллах же нам не запретил. Аллах же в Коране говорит: кулю вашрабу, кушайте, пейте, говорит Аллах. Аллах нам не запретил кушать, пить. Но мы это воспринимаем, вот 20-30 минут посидим, покушаем, поговорим, да, в этом тоже есть польза. Но салафы, эти люди, праведные предшественники, эти великие люди, они ценили даже время, когда сидели за столом. У меня времени нету, говорит. Я лучше 50 аятов прочитаю, резко покушаю, зато 50 аятов успею, говорит, прочитать. Конечно, мы, как они, не сможем быть, но должны постараться хотя бы вот, секунду за секунду иногда вспоминать, стараться вспоминать, анализировать ценность этого времени. Также имам Науи, рахимахуллах, мы знаем, имам Науи это номер 1 шафийского мазхаба. Имам Науи, рахимахуллах, когда 40 лет ему было, у него спрашивают: о, имам, почему бы тебе не пожениться? Почему ты столько времени еще не женился? Когда спрашивает, он говорит: у меня времени не было жениться. Если у нас спросят, времени не было жениться, если скажут, чуть неправдоподобно будет в наше время. Потому что человек вот даже работает, у него время будет как-то свадьбу провести, как-то пожениться. А имам Науи, почему тогда у него времени не было? Потому что он написал огромные книги. Можно сказать, в один шкаф даже не поместится его книги, которые он написал. Такой, если средний шкаф, если взять.
Много книг написал этот человек. Имам Аль-Газали, рахимахуллах, тоже, если ученые говорят, если каждый день его книги разделить на всю его жизнь, самого имама Газали, каждый день, если не ошибаюсь, 4 брошюрки вышло в мире. Его жизнь, если разделить, каждый день эти книги, которые он написал, каждый день 4 брошюрки. Представьте себе, каждый день 4 брошюрки написать, это огромная работа. Если они за столом полчаса проводили бы, на улице семечки грызя проводили бы полчаса, там где-то у кого-то в гостях проводили бы целые 4-5 часов, тем более не в пользу сторону, а говоря за кем-то за спиной, делая бухтан, обсуждая какую-то политику, ненужные разговоры, не поминая Аллаха, если проводили бы эти времена, до нас этот ислам не дошел бы. До нас этот ислам чистым, таким правильным не дошел бы. Враги ислама воспользовались бы этим моментом. Однако они, пусть Аллах будет доволен этими учеными ислама, которые всю жизнь отдали ради ислама, они до нас донесли этот ислам. И благодаря чему? Благодаря тому, что они ценили это время. Опять же повторюсь, мы не сможем, практически в наше время мы не сможем, даже теоретически, если представим, практически у нас не получится, как они, проводить время. Почему? Потому что имам Аш-Шафии, радиаллаху анху, Рамадан месяц 2 Кур'ана заканчивал, а в другие месяца 1 Кур'ан в день заканчивал. Здесь есть, наверное, многие, кто Кур'ан читает, каждый вот для себя зададим вопрос, в сутки один джуз читать, как трудно бывает нам, 1 джуз прочитать. Целый Кур'ан, не говоря даже целый Кур'ан, мы даже 1 джуз еле-еле читаем. А они читали целый Кур'ан. По времени, в наше время реально трудно, очень трудно успевать 1 Кур'ан прочитать. За сутки даже хафизы Кур'ана, они утомятся этим. А имам Шафии, радиаллаху, читал. Почему? Потому что Аллах дал ему баракат во времени. Имам Науи, рахималлах, сам говорит об этом. Он говорит, из караматов аулия, Аллах дал, говорит, аулиям карамат, тем, что дает баракат во времени. То есть, если даже они читают, ибадат делают, у них как будто много времени. Вот у нас как бывает, день закончился, даже не успел работу сделать. А имам Науи, рахималлах, говорит, Аллах своим любимцам дает карамат, вот это чудо, что у них бывает баракат во времени. Они читают, смотрите, целый Кур'ан читают, они еще успевают уроки давать в мечетях. Я имею в виду прежних ученых, говорю, имам Аш-Шафии, например, ради Аллаху анху. Они в мечетях уроки давали, целый Кур'ан читали, людям наставления делали, еще у них семьи бывали, дома успевали, работали где-то, успевали. Они везде успевали. Почему? Потому что Аллах им, этим своим любимцам, дал этот баракат времени. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе говорит, в судный день раба Аллах будет спрашивать о его жизни, как ты провел свою жизнь, как ты воспользовался этими знаниями, которые ты получил, в медресе учился и так далее, как ты этими знаниями воспользовался, действовал ли ты согласно этим знаниям, где ты заработал эти деньги, куда ты его тратил. И также Аллах спросит, говорит, в судный день о нашем теле, почему мы его вот просто так потратили, всю жизнь потратили на безделье. Говорить можно много насчет праведников тоже, насчет нашего времени тоже, как они ценили и как мы не ценим это время, к сожалению. Но, альхамдулиллах, как говорится, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, тоже говорит, когда один сподвижник там вышел из маджлиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пошел домой, он забыл то, что было рассказано в этом маджлисе. Этот человек выходит и начинает кричать, я стал лицемером, я стал лицемером. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его остановили, подожди, в чем проблема, почему ты кричишь? В чем проблема, что ты кричишь на себя, лицемер? Расскажи проблему. Этот сподвижник говорит, о посланник Аллаха, почему мы, когда с тобой сидим, вспоминаем об Аллахе? У всех же бывает, пятничный день джума, слушаем проповедь, такие иман у нас очищается, иман укрепляется, уже думаем, все, с этого дня начинаем делать ибадат, думаем, выходим с джума, многое забываем. Вот так же сподвижник говорит, о посланник Аллаха, возле тебя я даже о дунье не думаю, только ахират. Но когда идем к семье, мы думаем только лишь о дунье, забываем то, что ты сказал нам в проповеди. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, если вы, о мои сподвижники, думали бы только лишь об Аллахе, только лишь
об ахирате, не думая о семье, о дунья, вы видели бы, говорит, воочию ангелов. Если человек чисто занят был бы ахиратом, он воочию видел бы ангелов, говорит. Но однако, саатан по саатан. Сподвижник говорит, каждому есть свое время. И для семьи нужно уделять время, и для мечети нужно уделять время. Главное, правильно вот это время уделять. Можно в семье, например, уделить время просто поиграв там, не знаю, посмотреть фильм ненужный, к примеру говорю, да? А можно наоборот посмотреть исламский фильм, например, полезный, чем американский фильм. Даже человек получит пользу. Человек получает пользу, как-то будет посмотреть фильм исламский, и он получит с семьей эту пользу. Или же, например, если он с друзьями собрались с друзьями, чем грызть семечки, можно прочитать там, Коран, послушать Коран, поговорить о религии Всевышнего Аллаха, поговорить о проблемах села, как исправить, как сделать полезное для общества. Ну, я к примеру говорю, да? Вот такими вещами, если будем мы думать, если будем анализировать, мы время можем везде в правильную сторону использовать. Главное, если мы будем это время ценить. А если будем попусту тратить это время, то перед Аллахом каждому из нас надо будет давать отчет за это время. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы даровал нам баракат во времени. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы вот так приходили, хорошо проводили время. Если есть ваши братья, если есть ваши сыновья, внуки, знакомые, пригласите их тоже каждую неделю вот так, в воскресенье, в выходной день поставил имам Аль-Асхаб Аджиб поставил именно воскресенье после ночного. Вот в выходной день, чтобы приходили ваши друзья тоже. Если они уходят куда-то на чай, всех сюда позовите. Иншаллах, после маджлиса можно будет попить чай. Пусть Всевышний Аллах дарует нам тауфик, совершать ибадат, дарует баракат во времени, чтобы мы вот так собирались в мечети для хороших деяний, для ибадата. Вальхамдулиллахи раббил алямин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.